Масло отдельно, да? Конечно. Товарное соседство по требованиям Санпина – обязательное условие ко всем предпринимателям. Продукцию нужно разделить и хранить отдельно. К примеру, мороженое нельзя оставить в один холодильник с рыбой или курицей. Отдельно хранится вот рыба. А вот рыба отдельно, а вот рыба. То же самое касается и бытовой продукции. Она также должна располагаться отдельно. Вот тут у них все раздельно. И бытовая химия от продуктов раздельно. И морозильные камеры. Никаких претензий к этому супермаркету у надзорного органа не возникло. Проверяющие наглянули в еще один крупный магазин Назрани. Тут также несколько холодильных оборудований, а вся продукция, как и положено, хранится раздельно. А потому у Роспотребнадзора вопросов к продавцу нет. Упакованная отдельно. И куры отдельно идут. Да, куры отдельно. Куры отдельно. Ну все тогда. В основном Маркировка. мороженое отдельно. Тут маркировка есть, тут тоже есть. Сотрудники Роспотребнадзора выбирают крупные магазины, где очень большой поток клиентов. Ревизоры проверили еще один супермаркет в Назрани. И тут, несмотря на всю дотошность проверяющих, претензий к предпринимателям не возникло. Молочка. Ага. Так, вот морозилки у вас. Ага. Здесь у вас рыба, да? Тут овощи замороженные. Тут полуфабрикаты. А еще есть морозильная камера? Вот эти три, да? А вот в маленьких магазинах о товарном соседстве явно не слышали. Тут дела обстоят намного категоричнее. Вся скоропортящаяся продукция находится в одном холодильнике. Мы видим, что в холодильном оборудовании хранятся все продукты практически вместе. Напитки, молочная продукция, сыры и колбасы. Нарушения товарного соседства чаще всего выявляют в маленьких магазинах. Поскольку площадь помещения не позволяет установить несколько холодильников, сотрудники выписали предписание. Несоблюдение требований Санпина влечет за собой порчу продуктов и сокращение их срока годности, а также карается административным штрафом. Согласно требованиям новых санитарных правил, санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, в данных правилах четко прописано, что должно соблюдаться товарное соседство между продуктами. То есть, если вместе хранятся колбасные изделия, либо молочная продукция является нарушением, и хранение между другими товарами и продуктами питания. Рейд больше профилактический, поэтому сегодня Роспотребнадзор ограничился замечаниями. Специалисты напомнили, что, придерживаясь правилам Санпина, продавцы могут гарантировать потребителю качественную, а главное безопасную продукцию. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.